Кыргызстан занял 6-е место в танковом биатлоне, оставив позади команды стран Латинской Америки и Африки. Всего в играх приняли участие 24 команды, среди которых можно выделить Китай, Индию и Сербию. На первом месте российский экипаж, который 3-й год подряд завоевывает золото биатлона. Наши танкисты уже на родине. Алтынбек Талантбеков об играх военных машин. Кыргызские экипажи дошли до полуфинала. В финал же выйти не удалось из-за недобора очков. Однако наша команда все же улучшила свою позицию, перейдя с 7-го на 6-е место. Первое место занял российский экипаж, второе – китайский. Танкисты из Сербии, к удивлению многих экспертов, заняли 3-е место. Четверку сильнейших замкнули казахи. Лучших танкистов отметили наградами. Так, в номинации «Лучший оператор-наводчик» победил кыргызский танкист Данияр Мухтаров. Оператор-наводчик рассказывает, что все наши экипажи выступали на российских танках новой модификации, в связи с чем в плане огневого поражения были трудности. Первый этап мы прошли довольно уверенно. Это нам дало возможность выйти в полуфинал. Мы должны были стрелять в движении. Для того, чтобы попасть в цель, оператор-наводчик и механик-водитель должны работать максимально слаженно. Однако сделать это было очень трудно. Управление огнем, который установлен, является основным на танке Т-72Б3, мы не использовали его. А мы использовали комплекс свой, который у нас стоит на машине и является резервным на этом танке Б3 1А40. Вот этот именно комплекс 1А42 в связи с тем, что на нем готовили команды, использовали мы, Казахстан и Армения. Экипаж механика-водителя Адилета Азикова уже 2-й год представляет нашу страну на танковом биатлоне. В этом году, как рассказывает танкист, справиться с машиной на трассе было труднее. Был поворот заасфальтированный, машина скользила, поэтому было трудновато. Позже мы научились проходить этот поворот. Из того, что препятствий с ямами на тренировках у нас не было, наш танк один раз даже заглох во время прохождения одного из таких препятствий. Тем временем в Генштабе говорят, что в скором времени планируется пополнение материально-технической базы армии Кыргызстана, в том числе бронетранспортерами и танками. Мы не можем сразу всю технику пригнать в Кыргызстан и показать общественности. Дело в том, чтобы техника поставляется к нам поэтапно. На данный момент артиллерийские системы полностью поступили согласно двусторонних договоров. А бронемашины, БТРы тоже поступили, а вот тяжелая техника в виде танков, они в скором времени будут поступать. Состязания на боевых машинах, которые многие называют военной олимпиадой, проходили в 3 военных округах – Западном, Южном и Центральном. От Сибири до Кубани на территории 11 субъектов России. Кыргызстан принимает участие в чемпионате во 2-й раз. Алтынбек Талантбеков, Алмаз Кариев, Общественный, Первый канал.